Фронт посыпался, наступление началось и уже приносит результаты. Россия соглашается на срочные переговоры. Полная карта событий. Победа или смерть? Люди выходят на улицы, давление на режим растет. Что станет последней каплей и будет ли на этот раз помощь из-за границы? Паника в РФ, деньги заканчиваются, бизнес умирает. Москва нашла новый способ оплатить войну и вытянуть побольше со своих граждан. Досмотрите. Президент готовится к исторической речи, ставки запредельные. Кто или что является главной угрозой? Сын президента в суде. Американские города срочно закрываются. Объявлено чрезвычайное положение, а российские чиновники собираются сажать траву. Об этих и других самых главных событиях утро вторника, 24 февраля. Спасибо, что вы с нами. Говорим о том, что действительно важно. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Начинаем. Наступление сил обороны Украины и первые результаты официально в отчете Генштаба. Киев заявляет об отвоевании 400 квадратных километров на юге. Это 8 населенных пунктов с конца января. Об этом сообщил главком Александр Сырский. По данным Киева, продвижение зафиксировано в Днепропетровской области. Но есть нюанс. Не уточняется, какая часть территории была под контролем России, а какая считалась серой зоной. Линия фронта сегодня размыта, дроны меняют все. Киев стремится показать, в том числе и президенту США, что позиции не сдаются, несмотря на давление по мирной сделке. В то же время союзники напоминают, с 2023 года Россия продвинулась лишь немногим более чем на 1% территории и заплатила за это высокую цену. Война входит в 5-й год, и каждый километр теперь политический аргумент. Но об успехах украинского контрнаступления говорят даже в Европе. Россия больше не продвигается на линии фронта. Напротив, февраль ознаменовался поразительными территориальными успехами украинских сил обороны. Российская экономика под давлением санкций и военных расходов трещит сильнее, чем мы иногда можем представить по сообщениям наших СМИ. На десятилетия вперед это будет страна, глубоко затронутая и разрушенная войной. Аусинт-аналитики Deep State подтвердили информацию о продвижении россиян в Сумской области, в селе Покровка. Но это скорее исключение, чем правило. Издание The Times подготовило статистику об этой войне. Россия удерживает около 18% территории Украины. В 2022 году было 27%. С 24-го продвижение десятки метров в день. По данным The Times, цена колоссальная. Погибли более 15 тысяч мирных жителей официально. Свыше 41 тысячи ранены. Западные оценки еще выше. Потери России называют в районе 1,2 миллиона человек. Из них около 325 тысяч убитыми. До 80% всех потерь сейчас от дронов. Один из самых горячих участков Херсон. Удары по энергетике выросли втрое. Свет отключают чаще. Украина наращивает импорт электроэнергии и остановила его экспорт. За границей остаются почти 6 миллионов украинцев. Еще более чем 3,5 миллиона переселенцев внутри страны. Союзники выделили в общей сумме 343 миллиарда евро помощи, из них 162 на оружие. Вклад США сокращается, Европы увеличивается. К весне 26 года совокупные потери обеих сторон могут приблизиться к 2 миллионам. Фронт стоит, счет растет. Новая дата переговоров, но будет ли прорыв? Кирилл Буданов заявил, что следующая встреча Украины и России может пройти в конце февраля. Точную дату еще согласовывают. Он подчеркнул, это протокольный вопрос. Нужно договориться всем сторонам. Мы сейчас в процессе подготовки. Это же протокольный вопрос, сами понимаете. Когда, кому приехать и так далее. Это же все 3 стороны должны между собой согласовать. 4 стороны по факту еще и принимающая. А вот встреча Зеленского и Путина под вопросом. Киев поднимал эту тему, ответа от Москвы пока нет. Напомним, 3-й раунд переговоров в Женеве прошел на прошлой неделе. Есть прогресс по контролю прекращения огня, но в политике тупик. Россия требует вывода украинских войск с неоккупированных территорий Донбасса, как минимум. Украина говорит о заморозке по линии фронта. США предлагают свободную экономическую зону, то есть дата есть, а решений пока нет. Президент Украины заявил, что на территории Беларуси появились современные ретрансляторы для дронов «Шахед». Через них, по его словам, идет наведение и координация ударов по Украине, в том числе и по энергетике. То есть речь не просто о запусках, а о корректировке атак в реальном времени. Я не буду казати, в який спосіб, але
Наші хлопці працювали над тим, щоб 3-4 ретранслятора вже не працювали на території Білорусі. У нас просто немає іншого виходу, інакше це буде продовжуватись і буде продовжуватися атакуватися наша територія. І з цього напрямку тепер літає набагато менше. Прямого подтверждения деталей нет, но посыл звучит ясно. Если эти вышки действительно уничтожены, это уже удар по инфраструктуре управления атаками и новый виток напряжения вокруг Беларуси. Люди снова выходят на улицы. 42-й день траура по погибшим в недавних протестах. И протесты в Иране возобновились. Видео с места подтвердило агентство Reuters. Здание и планировка совпадают со спутниковыми снимками, но точную дату проверить так и не удалось. Правда, правозащитники сообщили о демонстрациях 23 февраля. На видео видим, как люди кричат: «Мы будем сражаться, мы будем умирать, мы вернем Иран». В январе власти жестко подавили протесты. По данным правозащитных групп, погибли тысячи человек. Сейчас семьи проводят поминальные церемонии по всей стране, и каждый такой день памяти снова выводит людей на улицы. В ответ новое задержание и силовое давление. Картина все больше напоминает 1979 год, когда массовые выступления привели к падению шаха. Вопрос, перерастет ли траур в новую волну протеста. А как думаете вы? Не забывайте написать в комментариях. А президент США тем временем готовится к речи, которая имеет все шансы стать исторической. 24 февраля он выступает в Конгрессе с речью о положении страны, но фон жесткий. За несколько дней до этого Верховный суд отменил его тарифную политику, причем против выступили даже 2 судей, назначенных самим Трампом, и глава суда. Это почти гарантирует более резкую риторику не только в адрес демократов, но и в сторону судей, которые будут сидеть в зале. Большинство людей не будет смотреть все выступление целиком. Они узнают о нем из СМИ, из тех источников, откуда получают информацию. Поэтому, чтобы понять влияние и направление, в котором все может пойти, важно смотреть, как 2 основные стороны, республиканцы и демократы, интерпретируют происходящее. Это старт летнего избирательного сезона. Вы услышите совершенно разные версии того, кто победил, кто проиграл, что было хорошо, а что плохо. Эксперты считают, что Трамп сделает ставку на внешнюю политику. Там у президента больше пространства для громких заявлений, чем внутри страны. Особенно на фоне сложной кампании перед промежуточными выборами в ноябре. У республиканцев в Палате представителей хрупкое большинство, и потеря даже 5 или 10 мест может серьезно ограничить его возможности во второй половине срока. А дальше все может решиться не программой, а эмоциями. Оговорки, импровизация, реакция зала. Как говорят в США, это похоже на гонку NASCAR. Все ждут не только старта, но и возможной аварии. В Нижегородской области хотят ввести новый термин – растения иноагенты. Инициатива идет от спикера законодательного собрания Евгения Люлина. Поправки уже рекомендованы ко 2-му чтению. План – создать официальный реестр инвазивных, то есть чужеродных и опасных видов. Утвердит его правительство региона, а владельцев земли обяжут уничтожать такие растения. Не убрал – штраф. Главная цель – ударить по борщевику Сосновского. Он вызывает ожоги и захватывает участки быстрее, чем его успевают косить. Раньше он не считался карантинным объектом, и бюджет тратился впустую. Теперь штрафы хотят синхронизировать с федеральным законодательством. Суммы от 20 до 50 тысяч рублей. Люлин уже назвал борщевик первым и главным кандидатом. Вопрос только один. Дальше кто? Клен, лопух или все-таки здравый смысл? В России резко растет налоговая нагрузка. Порог выручки для уплаты НДС снизили в 3 раза, до 20 миллионов рублей. Это означает, даже микропредприятия теперь попадают под новый режим. По словам члена деловой России Олега Николаева, процесс закрытия предприятий уже ускорился. В 2026 году с рынка могут уйти 250-300 компаний. Это около 4,5% всего сектора малого и среднего бизнеса. Под ударом кафе, пекарни, перевозчики, небольшие производства. Эксперты предупреждают, следом могут вырасти цены. Бизнес будет перекладывать растущие издержки на покупателей. В Минэкономразвития говорили, что налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса вырастет почти втрое, с 3 до 9%. А расходы и так растут. Мука, электричество, аренда. Еще в декабре треть предпринимателей заявляли, что готовы закрыться в течение полугода. Малый бизнес сжимают. Вопрос, кто заплатит больше в итоге.
Самый молодой премьер в истории страны. Новое коалиционное правительство вступило в должность 23 февраля. Самый молодой премьер-министр в истории Нидерландов Роберт Йеттен. Его коалиция всего 66 из 150 мест в парламенте. Это правительство меньшинства, значит, каждый закон придется буквально выбивать переговорами с оппозицией. Кабинет привел к присяге король. В оранжевом зале Королевского дворца под Гаагой уже известно, новое правительство обещает продолжать жесткую поддержку Украины и наращивать военные расходы. В стране политический раскол, в мире неопределенности. Теперь все будет зависеть от того, сможет ли самый молодой премьер удержать баланс. Сын президента предстанет перед судом. Он обвиняется в попытке убийства. По версии следствия, на прошлой неделе в особняке в Йоханнесбурге, где проживал младший сын бывшего лидера Зимбабве Роберта Мугабе, 29-летний Белармин Чатунга Мугабе, был ранен садовник, пострадавший до сих пор в больнице. Расследование со стороны южноафриканской полицейской службы все еще продолжается. Мы по-прежнему ждем, когда оно будет завершено, чтобы затем, разумеется, проконсультироваться с нашим клиентом, получить от него инструкции и предпринять необходимые шаги для урегулирования. В суде Мугабе-младший вину не признал, дело отложено до 3 марта, он остается под стражей. Вместе с ним проходит еще один обвиняемый. Полиция до сих пор не нашла оружие, из которого стреляли, поэтому добавлена еще одна статья – воспрепятствование правосудию. Фамилия громкая, его отец Роберт Мугабе правил Зимбабве 37 лет после получения независимости в 80-м году, был свергнут военными в 2017-м, умер в 19-м в Сингапуре, ну а теперь в центре внимания уже другая история и совсем другой суд. Снегопад столетия. Америка закрывается целыми городами. Ряд крупных населенных пунктов восточных штатов вводят режим чрезвычайной ситуации. Жителей просят оставаться дома. На несколько дней закрываются школы и госучреждения. Синоптики предупреждают: сильный снег и штормовой ветер. К ночи условия могут стать по-настоящему буранными. Власти говорят прямо, это может быть исторический шторм. Национальная метеорологическая служба объявила для Бостона предупреждение о метели. Ожидаются сильные снегопады, мощный ветер и довольно опасные условия из-за того, насколько быстро будет идти снег. Сложные дорожные условия начнутся позже сегодня и продолжатся завтра. Это очень серьезный шторм, который может стать историческим. В связи с этим мы объявляем чрезвычайное положение. Но даже на фоне тревоги нашелся неожиданный момент. Во время брифинга мэру сообщили, что сборная США по хоккею взяла олимпийское золото в матче с Канадой. Она подняла руки и воскликнула: «Мы победили, да! Шторм надвигается, ну хотя бы в спорте хорошая новость». А в прошлом выпуске мы говорили о том, что российские тылы горят, и это может расстроить некоторые европейские страны. На этом фоне еще один неожиданный поворот. Президент фактически ставит под вопрос мобилизацию во время войны и делает ставку на контрактную армию. Хватит ли этого, чтобы удержать фронт? Параллельно всплывает история о тайной сделке диктаторов на миллиарды с намеком на новую большую войну. И отдельно ситуация в Мексике на грани внутреннего взрыва. Все самое важное в одном выпуске. Если еще не видели, обязательно посмотрите. А мы с вами увидимся уже вечером.